Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В мире ежедневно происходят те или иные природные катаклизмы, ставшие следствием глобального потепления. Как этот процесс отражается на жизни якутян, поговорим сегодня с гостем студии Никитой Тананаевым, заведующим лабораторией Института естественных наук СВФУ, кандидатом географических наук. Никита Иванович, здравствуйте. Добрый день. Так, ну вот, давайте говорить о том, как все-таки глобальное потепление отражается на Якутии, в частности, на вечной мерзлоте. На мерзлоте. Ну, во-первых, мерзлота, даже теперь уже в разговорах обычных людей, перестали ее называть вечной, мы говорим теперь многолетняя мерзлота. Ну, наука подозревала, что она не вечная, потому что мы знаем, что она образовалась когда-то, раньше ее не было, потом она появилась, теперь продолжает существовать, оттаивают ее верхние слои. Да, когда мы говорим, что потепление влияет на мерзлоту, мы хотели бы сначала понять, какими количественными характеристиками это можно оценить. И поэтому мы говорим, что когда увеличивается температура воздуха, увеличивается слой протаивания. Каждый год у нас летом оттаивает почва, потом зимой она замерзает. Вот мощность этого слоя увеличивается. И увеличивается температура на разных глубинах, уже внутри почвы. Вот это первое проявление глобального потепления, оно не всегда негативное. Может случиться так, что температура просто увеличивается, и слой протаивания просто также увеличивается. Никаких последствий это, в принципе, может и не нести. Но мы видим все больше и больше появляются формы рельефа, связанные как раз с тем, что меняются эти характеристики мерзлоты. Вот. И эти формы рельефа, они занимают участки, которые раньше люди использовали для пашин, для выпаса скота. Где-то происходят какие-то осыпи, обвалы, разрушения. Все это нам интенсивно не нравится. Также на дорогах просадки, размывы, например, боковин, это все озера, которые примыкают к дорогам, все проявление процессов, связанных с увеличением температуры воздуха. То есть, вот, например, как случилось в Чурапчинском районе, пропало озеро, это вот следствие? Но это могло произойти и без относительно глобального потепления. Озера у нас, бывает такое, исчезают, потом появляются. В данном случае сложно сказать, я не знаю, где конкретно это озеро там находилось. Вот. Но похоже, что оно просто быстро развилось, и потом где-то там был какой-то ручей, по которому вода из озерной чаши вышла. А если мы говорим о туристической точке, ледник Булус, который тоже, по-моему, с каждым годом становится все меньше и меньше? Да, он вообще каждый год исчезает. Вот, это тоже следствие? Нет, он всегда был такой. И здесь сам Булус питается подземными водами. И его размеры на тот или иной момент в течение года, они зависят только от того, какое количество воды накопилось за зиму. Вот если мало накопилось, как в этом году, сейчас уже там наледь небольшого размера, видимо, она раньше исчезнет. А вот 2-3 года назад она довольно неплохо держалась. Это связано только с количеством подземных вод? В основном это связано с количеством подземных вод, или с температурами воздуха, но в основном на размеры наледи влияют, помимо подземных вод, дожди. Потому что дождь разъедает лед гораздо быстрее, чем солнечный свет. Даже так. Еще один вопрос, тоже природное явление. Кратер, или как это можно назвать, в Верхоянском районе он находится, где появился обвал, который увеличивается с каждым годом вследствие вырубки лесов. Да, это провал, это Батагайский провал. Кратер мы не можем его назвать, потому что он не вулканический и не метеоритный, поэтому там провал или западина. Действительно он растет, он приобрел впечатляющие размеры. Началось это все с вырубки лесов и организации лесовозной дороги, вдоль которой также стекали дождевые воды и талые воды также. И постепенно на месте этого оврага заложилось вот то, что мы сейчас видим как этот провал. Так что нельзя сказать, что он тоже напрямую с потеплением связан. Но здесь уже техногенное вмешательство. Очень часто деятельность человека, конечно, способствует. Давайте поговорим еще о природных явлениях. Вот, например, резкие перепады температуры, наводнения, затяжные дожди, пожары. Тоже связано все это с глобальным потеплением? Все то, что нам не нравится, то, что несет отрицательные последствия. Но экстремальные явления, они существовали всегда. И раньше, и сейчас, и будут в будущем, конечно, существовать тоже, к сожалению. Вопрос только в том, с какой вероятностью или с какой частотой они происходят. Были периоды относительного затишья, когда там не было условно ни пожаров, ни чего-то другого. Меняются условия,
да, и повторяемость, и вероятность, да, наблюдения таких событий, она увеличивается. Поэтому, когда мы говорим, что что-то там связано с глобальным потеплением, да, в первую очередь надо понимать, что просто вероятность или там, частота, повторяемость этих событий, она увеличивается в том климате, который сейчас постепенно все больше и больше становится нормой. То, что не было нормой еще 30 лет назад. Но глобальное потепление связывают с озоновым слоем или это такие обывательские разговорчики? Нет, глобальное потепление мы связываем в основном с тем, что увеличивается в атмосфере концентрация парниковых газов, так называемых. Их 3 всего. Основных, ну, их много, но основных 3. Это углекислый газ, это азот, закись азота и метан. Вот, 3. И действительно, за промышленный период, скажем так, конечно, не измеряли в 19 веке содержание этих веществ в атмосфере, но летопись начинается где-то с 50-х годов прошлого века, и содержание этих газов в атмосфере растет. Ну и, соответственно, мы ощущаем на себе парниковый эффект. И будем продолжать его ощущать, потому что промышленность мировая довольно много этих парниковых газов в атмосферу каждый год отправляет. Но ведь были времена, когда промышленность стояла буквально на стопе во времена пандемии коронавируса. Еще же говорили о том, что, например, в Китае природа настолько очистилась, что, ну и далее по тексту. Ну, природа вообще очистилась. Да, конечно, надо понимать, время жизни этих газов в атмосфере довольно продолжительное. Ну, особенно там, диоксид углерода, это там, около 20 лет, по-моему. То есть, на самом деле, та температура глобальная на планете, которую мы наблюдаем сейчас, это последствия выбросов, в том числе, которые происходили там 10, 15, 20 лет назад. То есть нельзя просто поставить планету на стоп, да, прекратить все выбросы, и вот тут же у нас остановится вот это потепление. Да, мы стремимся. И мы — это мир, и мы — это страна. У нас есть политика по углеродной нейтральности, да, и низкоуглеродной экономике. Вот. Если мы достигнем вдруг этих целей, как мы к 60-му году, это вовсе не значит, что тут же у нас прекратится рост глобальной температуры. Пройдет еще какое-то время. Так еще и неизвестно, что к 60-му году в целом случится в мире, чтобы настолько загадывать, даже с научной точки зрения. Ну, расскажите, а какие исследования вот Институт естественных наук проводит в этом направлении? Ну, у нас несколько направлений. Одно из них — это база для вот этих вот климатических исследований. Мы изучаем эмиссию парниковых газов природными ландшафтами. Мы не говорим про человеческие, там, антропогенные выбросы, да? Мы изучаем свойства наших экосистем якутских мерзлотных, в том числе тех, которые уже нарушены оттаиванием верхнего слоя мерзлоты. Вот, то есть мы смотрим, как это оттаивание влияет на потоки парниковых газов, увеличиваются они или уменьшаются. Ну, действительно, где-то увеличиваются, где-то, ну, как минимум, не меняются. Это одно направление. Второе направление — это работа с климатическими данными. И в частности, с климатическими данными, которые могут нам рассказать о будущем. Ну, нам же не только интересно то, что сейчас происходит с климатом, но хотелось бы как-то вперед посмотреть, чтобы к этому подготовиться. Вдруг есть какие-то пути адаптации к изменениям климата. И они есть, я сразу скажу. Вот. Поэтому вот эта работа с данными климатических моделей, это тоже значимая часть работы. Ну и третье направление — это анализ синаптических ситуаций. Ну, вот, это на уровне очень бытовом, да, как когда рассказывают прогноз погоды, говорят, там, где двигаются циклоны, где двигаются антициклоны, как они смещаются. Ну, антициклоны мы не трогаем, мы изучаем циклоны и как они двигаются по территории Якутии. Вот насчет лета нам уже практически все известно. У нас вышла недавно статья, и выйдет в будущем еще одна, значит, как двигаются циклоны по территории Якутии, как они это делали еще 50-60 лет назад. И можно ли это связать, самое главное, можно ли это связать с другими какими-то явлениями. Ну, циклон — это, ну, да, легкое похолодание, дождь, в принципе, приятная погода в городе. Но, а если их нет? Соответственно, как это было в 2019, 2020, 2021 годах, когда у нас было одновременно и маловодье на Средней Лени, да, когда вода кончилась практически в реке в 2019 году, и климатические рекорды в Заполярье, плюс 38 в Верхояне, 2020 год. Ну и пожары вот в эти 3 года тоже наблюдались довольно, ну вообще экстремальные пожары, конечно, в 2021 году.
И вот это все связано как раз с тем, что у нас циклоны недостаточно воды к нам приносили на территории Якутии. Ну, в первую очередь южный, центральный и западный. Вот. Это прямо исторический минимум циклонической активности. И вот мы увидели его последствия. Получается, ваши исследования могут также сказать, губительно или положительно это скажется на сфере сельского хозяйства? Ну, по идее, да. В принципе, климатические данные могут быть основой для принятия решений, там, для анализа последствий каких-то неблагоприятных для большинства отраслей экономики. Это не касается только сельского хозяйства. Вопрос только в том, что климатологи сами не всегда знают, какой конкретно климатический параметр влияет на ту или иную отрасль. Ну вот на сельское хозяйство, ну, помимо того, что, конечно, ухудшается качество пастбищ, да, то есть травы становится меньше, она становится суше из-за недостатка влаги, например. Да. Очень сложно сказать. Есть другие более сложные отрасли промышленности, там, добывающая, нефтяная. Да, вот там волны жары, например, конечно, влияют на промышленность. Там, например, требуется кондиционирование цеховых помещений, если это большое производство. Да. Ну, что такое волна жары? Значит, тогда мы ищем вот эти параметры, например, продолжительность максимальных суточных температур выше 30 градусов. Вот если она небольшая, эта продолжительность, ну хорошо, значит, все нормально, это какого-то ущерба не принесет. Если волны жары удлиняются, например, жара стоит уже не 3 дня, как раньше, а там 20 дней, соответственно, это ущерб для всего, что связано с кондиционированием. Кстати, это и энергетика, коммунальное хозяйство, да, потому что людям надо больше воды, надо электричество на кондиционирование. Вот это и медицина, потому что здоровье деградирует тоже во время жары. В том числе люди во время жары становятся агрессивными. Вот. Да, кстати. Вот. Соответственно, тоже тут какие-то есть и психологические моменты, ну и, возможно, какие-то неблагоприятные социальные. То есть это очень сложный подход, где на самом деле встречаются вместе климатология и специалисты в области экономики и общественных наук и пытаются найти вот эти показатели количественные. Мы не можем просто словами, да, изъясняться. Ну, цифру надо какую-то найти и относительно нее считать экономические ущербы. И вот вместе только мы это можем сделать. Ни климатологи отдельно, ни экономисты, общественники отдельно. Только во взаимодействии. Но вообще популярность междисциплинарного подхода многие отмечают. Никита Иванович, я благодарю, что нашли для нас сегодня время и очень полезной информацией поделились для наших зрителей. Всегда рад. Спасибо вам большое за приглашение. Буду рад снова прийти. Да, приходите обязательно еще. Спасибо. Вы смотрели «Актуальное интервью». До встречи в эфире.